Сегодня профессиональный праздник архивистов. Его отмечают во всем мире. Статус международного он приобрел в 2007 году в Канаде. Но в целом архивная служба исчисляет свою работу столетиями. Репортаж Зульфии Мислауровой. Этот документ датирован 1911 годом. Здесь мы можем увидеть все заслуги подполковника Бекбузарова. Это копия. Большинство оригиналов этих документов хранятся в другом крыле, в особых условиях. Тишина в этих стенах оглушает. Несмотря на видимый покой, здесь трудится команда архивистов, охраняющая историю Ингушетии. Эти люди, живущие на два времени. Каждый день они выискивают и скрупулезно раскладывают исторические документы в дар потомкам. На сегодняшнюю дату у нас уже сформирована солидная коллекция, порядка около 200 тысяч листов и кадров на электронных носителях, на бумажных носителях. Также отдельно у нас формируются документы, кинодокументы, фотодокументы. Архивное дело Ингушетия начало формироваться со времен Ингушской автономной области. Первое архивное бюро было создано в 1924 году. Вторая жизнь архивного дела в Ингушетии началась в 1993-м. Именно тогда была создана государственная архивная служба. Документы связаны с генеалогией, фамилий, посемейные списки населенных пунктов Владикавказского округа 1826 года, 1964 года, к ним очень часто обращаются. Сегодня госархив – это два здания, забитые железными ящиками-сейфами. Здесь есть как бумажные документы, так и электронные архивы. Фонд пополняется каждый день из региональных и федеральных источников. 4 отдела выполняют исторически важную функцию. Документы по нашей истории, они хранятся сегодня во многих архивных учреждениях, как нашей страны, так и за рубежом, в библиотеках, в музеях. И поэтому наша важная задача, которая перед нами стоит, собрать эти документы, максимально их выявить, откопировать, чтобы они были в нашем архиве. Уже 14 лет Марина Кусиева трудится на благо архивного дела. Начинала она еще в Казахстане. Пройдя все отделы архива, Марина остановила свой творческий путь архивиста в хранилище с посемейными документами, где хранятся анкеты семей с конца 1800-х годов до наших дней. По словам архивиста, работа может затянуться в случае, если начать зачитываться документами, в которых, как в лучших исторических очерках, описаны судьбы и быт ингушей. Находящийся, точнее, на госхранении в архиве. Каждый документ нами просматривается, изучается и заносится в эту опись. Естественно, в это время мы получаем еще дополнительные сведения и развиваем свой кругозор. Моя профессия – это моя судьба. Для меня моя профессия – это творчество, это познание, это прежде всего экскурс в прошлое. А экскурс в прошлое не может быть нудным. Архивисты – незримая рука из прошлого, окрашивающая белые пятна истории. Марина с коллегами участвовала в создании коллекции фонда репрессированных ингушей. Побольше донести до людей те ужасы, те моменты, которые пришлось пережить депортированным. В этой коллекции мы собирали документы, но основными, я думаю, и самыми интересными были, это, конечно, воспоминания непосредственно депортированных людей. Архив – поле работы историков, писателей, политологов и простых жителей. И если первые интересуются историческими прецедентами и фактами, жители приходят узнать свою родословную. На основе документов, собранных здесь, публикуются научные работы об ингушах. Всегда наши документы, они востребованы к тем или иным знаменательным датам, событиям нашей истории, проблемным вопросам, которые возникают там, где необходимо подтверждение той или иной проблемы историческими документами, обоснование прав. Это все востребовано, к нам поступают запросы, мы эти запросы исполняем, предоставляем документы, копируем документы. Архивы берут свое начало в далеком прошлом и будут актуальны, пока существует государственность. Все то время, что люди пишут свою историю. А пока Госархив Ингушетии продолжает заполнять пробелы в истории целого народа. Зульфия Мислаурова, Адам Далаков, Новости 24.